Мои года – мое богатство. За 114 лет Мадинат Дударова воспитала 4 детей и 30 внуков. Фериде Миржоева расскажет об ингушской долгожительнице. Сколько ей лет, Мадинат Дударова то ли действительно не помнит, то ли просто по-женски не хочет говорить. Но по документам становится ясно, этой жительнице Кантышева скоро исполнится 114 лет. 8 марта для Мадинат двойной праздник, и Международный женский день, и собственный день рождения. Вера в добро, удивительная стойкость духа и мудрость, свойственные людям ее поколения, помогли ей сохранить приветливый нрав и любовь к жизни. Прожив нелегкие годы, она помнит все знаменательные события в истории страны и своего народа. Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну и тяжелые годы депортации. За свою долгую жизнь бабушка Мадинат воспитала 4 детей, 30 внуков и 52 правнука, а мужа похоронила, когда еще дети были совсем маленькие. Сейчас она плохо слышит, с трудом говорит и мало ходит, но это не помешало бабушке в возрасте 110 лет совершить хадж и посетить святые места, после чего Мадинат Дударова стала известна как самая пожилая паломница в мире. В Мекку старушка ездила вместе с внуком Магомедом. Трудностей вообще там не было. Наоборот, радовался. Я мог повезти, вот это получилось. А так там люди еще помогают, паломники. По возвращению в республику Мадинат был передан кусочек ткани от покрывала, которым накрыта священная Кааба. Этой реликвии священнослужители удостаивают только самых почетных паломников. Сейчас долгожительница все время проводит в постоянных молитвах за благополучие семьи. На вопрос, в чем секрет долголетия бабушки, ее родственники отшучиваются. Никакого секрета нет. Рацион питания у нее такой же, как у остальных членов семьи. Предпочитает молочные продукты и национальную кухню. Вот только чай не пьет. Она более такие... старые наши блюда, вот, любят кавказские, старые блюда больше. Иногда бывает, у нее промежутками бывает, она месяц может молочное поесть, потом молочное не хочет, мясное чуть-чуть, разнообразие. Чай только кипяток. В селе ее любят за доброту и гостеприимство. Даже в трудные годы ссылки Мадинат не теряла этих качеств. Сосед Жабраил Гадиев помнит, как угощала его, тогда еще маленького, молоком и лепешками. Уже давно я ее знаю, с малых лет, в Казахстане я ее знал. Мы близкие родственники по матери, поэтому я ее знаю. В лучшую сторону только можно сказать об ее. Она когда ходила, она везде родственники обходила сама. Но сейчас в последнее время она осталась дома. Вот и получается, чтобы долго жить, надо быть доброй, уважать старших и много трудиться. Сейчас все трудности Мадинат Дударовой позади. Пока рядом внуки и правнуки, она может отдыхать. Совсем скоро у нее день рождения, и сноха собирается приготовить имениннице праздничный торт. Но свечей на нем будет лишь 3, как символ ее 3-значного возраста. Фериде Миржоева, Тимур Карахоев, Новости 24.